что хочется сказать, что наши ребята опять с 8-го чемпионата по масс-рестлингу приехали с очередной победой. Из 15 категорий наши уступили только в 2. И это очень радует. Но это на самом деле все-таки дает нас надежду и мотивирует нас на дальнейшую работу по развитию этого спорта. И я думаю, что ребята, как всегда, выступили удачно, очень хорошо. И самое главное, что суздальцы очень здорово их принимали. И поступило большое количество предложений из различных регионов, чтобы мы проводили кубки и чемпионаты в этих городах. Нынешний чемпионат отличается тем, что с каждым годом у нас соревнования проходят уже каждым разом на высшем уровне, качественные у нас проводятся в основном. И участники уже как спортсмены уже знают, какие правила, как участвовать в этих соревнованиях, и уже приезжают очень подготовленные. Я знаю, что у наших спортсменов есть особые приемы, правильно? А у них этого нету, как говорится, да? У них нету, но они уже техника у них есть, уже развивается все уже. А так, в принципе, еще надо, им надо еще работать надо на этом. Вот, у нас же например, у нас дети же тренируются, вот у них вот такого нету, вот поэтому уже вот у них техника надо много раз работать. Я сам вот так думаю. Соперники достойные были. С республики была моя соперница Екатерина Белолюбская. Очень понравилось. Нас встретили очень тепло. Погода жарко очень было. Первый день 25 градусов. В конце там дождь. Все хорошо было. От имени многочисленных спортсменов города Якутска поздравляем всех этим великим праздником с Днем Победы. Вот наша эстафета, которая 69-й раз проходит, была первый раз проведена в 1944 году. И с тех пор без никаких пропусков проводится. Следующий год у нас будет юбилейная, 70-я эстафета. И нас радует то, что и участники той эстафеты 1944 года среди нас. Но сегодня один из старейшин, Валерий Подбимонович сидит, один из многократных участников и победителей этой эстафеты. Поэтому мы рады за них, что они, наши ветераны, живы, здоровы, нам помогают, в общем, сидит, комментирует, как проходит наши мероприятия. С каждым годом количество наших участников растет. В прошлом году у нас бежали политические партии. В этом году в связи с Годом единения и дружбы народа у нас бегут национальные общины. Нас это радует, потому что мы даем старт спорту, здоровому образу жизни. Я вот, начиная с 1974 года,
как участник и как последние 15 лет я как организатор, как главный судья, всегда я вот участвую на этих мероприятиях. И, конечно, вот каждым годом, конечно, организация лучше становится. Я люблю эстафету, когда люди бегают и смотреть. И люблю помогать папе. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Тимур. Мне очень приятно, что вы нашли время взять у нас интервью, посмотреть на наши мероприятия. Вот наступила весна. Вот у нас сегодня второй день тренировки. Вот выехали с мальчишками земельки маленько потрогать. Но вот существуем мы уже 6-й год. Сейчас готовимся к соревнованиям, к проведению чемпионата республики. Были в Мирном весной. Ну, поездка была не очень удачная, было грязно, сыро. Ну, все равно она какие-то плоды свои моих мотогонщиков оставила в душе. Они сделали соответственные выводы. Конечно, вот стараются. Вот это ездит сейчас в основном одна молодежь, те, которые сейчас только начинают. Первый раз в этом году сели на мотоцикл. Им это очень нравится, несмотря на то, что опрокидываются один за одним, ушибаются, бьются, но все равно залазят на мотоцикл и продолжают гонять. Вот. Всего у нас занимающихся, ну то есть регулярно, постоянно занимающихся где-то человек 26-27. То есть, ну, у меня и мотоциклов-то больше нету, нечего отдать. А остальные ходят, приходят, там посмотрели, ну нету техники, они уходят снова. Ну а так пытаемся, более перспективные ребята, значит, вот, неплохо катаются, делают для них все возможное, чтобы они, значит, имели нормальные мотоциклы, исправные. Вот. Но вся работа у нас построена в основном на помощи спонсоров. То есть у нас постоянно финансирования ни от одной структуры города нету. Ну, ничего, ну, благодаря вот таким людям, как Олег Владимирович Тарасов, значит, Константин Владимирович Антонов, Андрей Высоких, Павел Николаевич Мыльников, Айдар Тахватуллин. Значит, здорово помогают они, и поэтому мы им очень благодарны. Парахин Гаврила Павлович, значит, тоже внимание вот партия ЛДПР нам начала уделять, интересуется нашими проблемами, то есть желание есть большое помочь. Досав Сергей Георгиевич Черных не оставляет нас без внимания, поскольку это прерогатива мотокросс, спортивно-технические виды спорта, вообще и мотокросс в том числе, является прерогативой Досав. Ну, то есть, и они нас, ну, тяжелое у них положение на сегодняшний день, ну, так или иначе, все равно они, предоставляют нам помещение, там зимой, ну, тепло подают, свет и так далее, ну, в общем, взаимоотношения нормальные. Ну, осталось только ждать хорошего, достойного внимания от руководителей города, республики, чтобы они в конце концов на мальчишек обратили внимание, потому как ставка у меня, допустим, сделана в основном на молодежь от 8 и до 18 лет. Приходите к нам на соревнования, на тренировки, мы вас приглашаем, ждем вас. Родители, приводите своих детей, пускай смотрят, учатся ездить не на улице, гоняют как попало, а вот подконтрольно, чтобы все было нормально у них. Целые и здоровые были, чтобы никакая машина их не могла сбить. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сейчас мы собираемся на разведку трассы чемпионата по трофи-рейда Республики Саха-Якутия 2012.
Здравствуйте, Дмитрий. Где мы сейчас находимся? В неизвестных землях. В настоящий момент идет подготовка к республиканскому чемпионату фотоферийному, который будет 9, 10, 11 июня. Где мы находимся, не важно и неизвестно. Но главное, что где-то здесь будет проходить спортивные трассы. Вот мы этим сейчас как раз и занимаемся. Мы ищем более-менее места. Соответственно, у нас машины должны доходить, места должны быть реальные, но тяжелые. Потому что это все-таки спорт, и это чемпионат республики. Интересный такой вопрос хочу вам задать. Будут ли сюрпризы для участников? Обязательно. Сюрпризов будет очень много. Плюс, об этом сейчас рано говорить. Мы будем немножко менять формат наших традиционных соревнований. Они будут необычные. Могу только единственное сказать сейчас заранее, это спринт. Спринт будет, конечно, синхронный, вот как на весеннем кубке ребята сделали. Вот он очень удачно, красиво, зрелищно. И главное, самим участникам интересно. Ну, для того, чтобы стать участником, необходимо в первую очередь изучить регламент соревнований. Регламент можно посмотреть на нашем сайте off-road.ekt.ru. То есть и в регламенте подробно расписана вся информация, то есть где будет происходить регистрация, когда и какие требования к машинам и участникам. Пока где будет проходить и базовый лагерь, это засекреченное место, да? Да, место проведения пока секрет. Вот ехали обратно в город, попросили помочь вытащить. Покрышки лысые, застряли здесь в колее. Вот. Наш экипаж помогает. Болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Проблемы на работе? Выплесни эмоции. Пейнтбольный клуб «Комбат». Звони 755 880, заходи на сайт combat.ekt.ru.